Сейчас дипломаты России и Таджикистана вырабатывают проект межгосударственного сообщения. Что вам известно, о каких наработках идет речь и в чем принципиальное разногласие? В протяжении 25 лет суверенитет России и Таджикистана принимаются сотни документов на уровень дипломатов, на уровень правительства и государств. И последний документ связан с тем, что граждане Таджикистана, в том числе, которые находятся в России, предоставить им возможность в течение 15 дней после пребывания, в течение 1 года, покинуть территорию России, прибыть в Таджикистан. Здесь я по-разному могу оценить данную ситуацию. Скорее всего, это связано, может быть, с сирийскими событиями. Поэтому события, которые вы знаете, более 3000 граждан Таджикистана выехали с территории России и частично соседних государства, и по настоящий день они воюют. Я среди этих таджикистанцев не видел людей, которые они, как мы говорим в народе, джихадисты. Они ушли по собственной воле, они ушли зарабатывать деньги, там предложены были деньги. Практически говорит, что фанатов в исламе и стать экстремистом, со многими близкими родственниками я общался, нет. Что касается принятия подобных документов, это очередное деление идет, потому что в финансовой пирамиде посидели 2 человека в окружении господина президента Рахмонова, может правительство, сказали, что посмотрите, у нас 1 000 000 граждан не возвращается из России ежегодно. По закону России написано, что гражданин обязан, если имеет патент в течение 1 года, пересечь границу, если нет патента, он прибыл на учебу в гости в течение 3 месяцев. Они посчитали сумму, если гражданин Таджикистана или Узбекистана, Киргизии, там может быть не так таможенный союз, в течение 3 месяцев он покидает территорию России, прибывая на границе к Украине, он тратит, то есть та средства, которые он тратит, получится больше 5000 рублей. И так 5 умножаем на 4 раза. 12 месяцев в год, получается 20 000. Буквально с 1 июля 2016 года запрещено было гражданам посещать, точнее пересечь границу Украину. Они начали добираться в Казахстан на автомобилях, на других транспортах. Им там обходится почти от 7 до 8 тысяч рублей. Туда-обратно. Получить миграционную карту, последующую приехать стать на учебу. Но Таджикистан думал, если это все граждане, которые там находятся, имеют право пересечь границу ближайшие соседи, лучше пускай эти деньги забирают там сверху еще положат 10 тысяч, будет 18 тысяч в одну сторону, 18 в обратную сторону, то будет 36 тысяч, а где-то выиграть авиаперевозки или железную дорогу Таджикистану. Но никто не думал, что мы для этих мигрантов сделали? Что сделано? Да ничего и не сделано. Где соцпакет отсутствует? Их не сотни, миллионы, миллиарды остается у работодателей, которые не оплачивают. 15 суток после года пребывания гражданина на территории России в Таджикистане, соответственно, будет в случае неприбытия возбуждено уголовное дело. Допустим, гражданин Таджикистана по фамилии Абдуллаев Саид Абдуллаевич не прибыл. Комитет национальной безопасности Таджикистана делает посещение их дома родственникам. После этого возбуждает уголовное дело. Ваш сын, скорее всего, находится в составе той или иной группировки. Но если на самом деле взять, он может быть в тюрьме находиться под чужим фамилиям, потому что ему стыдно об этом говорить. Просто на него возбудили уголовное дело, он не совершал, он не хочет сказать своей фамилии. И так, получается, на ранний этап он находится по предполагаемым факторам в сирийской группировке, а на самом деле в тюрьме он, отбывая наказание, так освобождаться будет. А для этого никто не выиграет абсолютно. Выиграют только те, которые создали эту пирамиду, так называемую. Проект, он прорабатывался еще до сирийских событий, и основные положения, которые в него включены. Одно из них, ключевое, статья 9, которая гласит, что если у трудового мигранта закончился, то есть с ним расторгли трудовой договор, он обязан в течение 15 суток покинуть территорию России и прибыть к себе на родину. Дипломаты Таджикистана не согласились с этой позицией, сказали, что не считают это не совсем справедливо, а вы как к этому относитесь? Если дипломаты Таджикистана считают это несправедливо, я тоже считаю несправедливо.
По той причине, если любой работодатель может, во-первых, договоров у нас в России может быть 0,01% из 100. Еще ни один работодатель в открытой форме не сказал нашему государству, что я подписал того или иного договора. Практически они все без договоров. Если мы всех отправляем назад, то Таджикистану практически невозможно будет. Значит, поток граждан будет идти, будут требовать у них рабочие места. Потом возвращаться назад, во-первых, у него денег нет, а по прибытии в Таджикистан он опять занимал денег, а при вылете из Таджикистана он опять брал кредит, он просто находится в дипломатии, а что нам с ними делать? Всегда надо стараться руководству любого суверенного государства, как сказал Трамп. Америка не может быть государством, если в этой стране нет границы. Поэтому я провожу свои границы, делаю заборы вокруг, вдоль мексиканского государства. Основные положения вот этого соглашения пытаются как-то упорядочить вот поток, который идет. Для этого вводит систему патентов, будет список работодателей, которые имеют право нанимать трудовых иммигрантов, и только к ним могут на работу устраиваться трудовые мигранты из Таджикистана. Вы считаете, это изменит ситуацию к лучшему миграционно? Нет, конечно. Вы сами вначале говорили, что это не вчера это соглашение или договор, который был рассмотрен между двумя дипломатами государства России. Если давно, за 17 год, в чем это виновато? Перед 18 годом будет чемпионата мира, что ли? Или в этом году проходят, соответственно, другие международные футбольные матчи в России. Я думаю, что это идет игра окончательно к тому, что пока Таджикистан не войдет в состав таможенного союза. В таможенном союзе подобных договора не будет. Это не относится к Киргизии, ни к Армении, к белорусам. Относится к Таджикистану. Абсолютно ничего не говорится нигде про Узбекистан, потому что две государства. Поэтому я думаю, что решение данного вопроса, Россия собирается оставить Таджикистан войти добровольно в состав таможенного союза или Евразийский союз. По моим убеждениям, этого не произойдет ни в таможенном, ни в Евразийский союз. По геополитически даже взять, Таджикистану невыгодно остаться в Евразийском и в таможенном союзе. Пора, надо создать свои рабочие места. Пора, надо нести ответственность за то население, которое в Таджикистане не имеет руководства. Пора уже. Если мы говорим громкие слова, значит, нас не устраивают те пункты, которые предлагает Россия, тогда надо будет ответ. У нас есть те пункты, которые устраивают народу Таджикистана и руководство Таджикистана. Я пока не верю, что народ Таджикистана в поисках пищи. Ищет они где лучше. Кроме России, у нас другие страны практически нас не принимают, тем более больше 1 миллиона. Надеяться на страны Северной и Южной Кореи или на Китай, на всех, это просто миф для меня, потому что мы сами ведем своих граждан в заблуждение, езжайте там в тех странах, Европу работать. Ну вот смотрите, ключевое несовпадение по вот этому соглашению, это вот как раз таки то, что, ну, по мнению дипломатов Таджикистана, трудовые мигранты, которые приезжают, они, по сути дела, оказываются в таком вот рабском положении, если они привязаны к одному конкретному работодателю, который есть в реестре в неком, и который согласует свои действия с официальными органами. Так ли это, на ваш взгляд? Вот сегодня, благодаря Всевышнему, да, трудовых мигрантов в Таджикистане есть защита. Это общероссийское общественное движение. Мне жалко других народов СНГ, которые находятся в том же положении, о котором мы говорим, в том положении, которое рабские условия для них предназначены для существования в России. Работодатели, они близкие родственники прокуроров, судей, района, вплоть. Это они там связаны. Вот сегодня вы знаете, что только МИЦ, группа МИЦ в лице Андрея Михайловича Рябинского больше 250 миллионов задолжал гражданам СНГ, сейчас 50% наших граждан. Это больше 2 лет продолжается. А он ходит, бегает, встречаемся бесполезно. Граждане до сих пор находятся на тех объектах, которые они построили. Скорая помощь рядом с нами, Склифосовской, женщины все брошены. Рабский труд всегда выгодно. Если рабский труд не будет, то сегодня господин бы различных, не буду называть, меры городов, не сказали, да, выгодно сегодня иметь трудового мигранта, незащищенного, так как они платят больше, чем любого олигарха. А их несу можно все сделать. Отдохнуть на Канарах, они называют, в разных странах мира. При этом зовут у них хотим привлекать. Чем занимается департамент строительства Москвы? Мы знаем, строили Москва, почти строится благодаря таджикам. Метро до сих пор сегодня задолжало 68 миллионов. Строится метро. Люди на улице брошены.
Вот им сегодня-завтра тоже голову начинают поднимать. Вот введение, если этот договор будет принят в том виде, в котором предлагается сейчас российской стороной, это еще больше закабалит граждан Таджикистана, которые приезжают сюда на работу? Ну, я думаю, что сразу надо остановить граждан в районе аэропорта и вокзалов, если у него уже нет заранее приглашений. Потому что последующий гражданин будет пострадавшим являться среди всех наших. Потому что он подождут, когда за месяц он за патент заплатит, деньги вносит государство, а после этого начинается кошмарный с ними. Поэтому лучше в аэропортах в Душанбе, Хадженте, Кулябе, Курган-Тубе, там в тех в вокзалах, в Волгограде, Астрахани, там, в Москве. Лучше не приехали бы, не убедиться. В советские времена были строительные отряды. Только строительными отрядами приезжают представители Минтруд Таджикистана, подписывают бумаги, привозят людей, за их несут, они несут ответственность. Сейчас хотят ввести такую же систему. Вот есть перечень. Это то, что мы говорили, они это выполняют сейчас. У них ничего нового нет. Это наши предложения практически были. Давно пора. Дипломаты МИД Таджикистана против вот этой именно части соглашения, поскольку, по сути дела, трудовой мигрант, когда приезжает в Россию, он окажется зависимым только от одного работодателя. Он уже поменять, по сути дела, не может ничего. То есть, если он приедет, его кинут, мы будем выражаться такими формулировками, тогда все, и у него уже не будет никакой Не забывайте, недавно был оскорблен народ Киргизии, господином Собянин, они члены Таможенного союза, но мне очень понравился ответ Алмазбекова, президента Киргизии, что если виноваты в чем-то мигранты, в частности киргизские граждане, то почему вы не спросили у того трудового работодателя, который его на работу принял? Легче не будет, трудностей однозначно будет, а где-то будут только выигрывать работодатели. А граждане Таджикистана, если возмущается таджикское руководство, я думаю, что пора будет уже руководителями нести ответственность перед народом. Им практически сегодня больше 1 миллиарда Москва, больше 1,5 миллиарда Московская область не заплатил за 16-15 год гражданам Таджикистана, в частности есть граждане СНГ. Это у нас факт. Поэтому обращение сегодня выйдет нашего государства Таджикистана, имя господина Путина, или будет более 10 тысяч подписей собрано и направлено. Что им делать? Чем поможет господин президент? Люди уже дошли труда, иммигранты, которые не могут задать вопрос пресс-службе президента, или когда пресс-конференции президента именно тема миграции, обратились через наши газеты. Вот господина Путина, да, обратились. Обращение уже практически сегодня будет более 5000 газет уже в Москве будут роты. Я думаю, что всегда надо искать правильную точку. В этой правильной точке и в одном мире. Суверенное государство обязано предоставить своим гражданам работу. Поэтому суверенное государство имеет достаточно ресурсов. Единственный, да, вопрос надо создать, не создать, а бороться с коррупцией. Вот это надо решать быстрее. На ваш взгляд, вы знакомы же с его основными положениями? Вот, в каком виде, как вы считаете, оно все-таки может быть подписано и удовлетворит обе стороны? Единственное, сегодня возможность получения возможности труда иммигранта Таджикистана на уровень государств подписанных соглашений, это с учетом, что есть интерес России в Таджикистане, соответственно, 201-я дивизия, сразу говорю, это есть стратегический интерес и престиж нашего государства, вести, значит, добровольные, ну, опять с учетом того, что добровольный приезд граждан Таджикистана, которые идут на трудовые вахты, так называемые, надо учесть, что работодатели будут подготовлены в России. Если работодатели будут подготовлены в России, принимают граждан, надо эту тему согласовать на уровне Министерства труда двух стран. Если подобных добросовестных граждан не будет, и в воле трудового мигранта приехать, оказаться в ячейке криминала, это будет продолжаться, а за это нам, всем россиянам, будет стыдно. То, что подписывается подобные документы, я считаю, что решает два человека. На уровне России господин Путин Владимир Владимирович, на уровне Таджикистана Эмомали Рахмонов. Вот это два человека должны подумать. Это самый легкий вопрос. И не надо говорить, Таджикистан имеет ресурс рабочих, которые нуждаются в России труда иммигранты, а Россия имеет возможность предоставить им работу, потому что в России нужна большая рабочая сила. Если откажется от таджиков, я думаю, узбеки однозначно так же будут. Дискуссия — это то, что предлагают российские дипломаты, это то, что обязательно должно быть медицинское обследование на территории России,
МИД Таджикистана говорит о том, что трудовые мигранты должны иметь возможность проходить на своей родине. Вот вы как считаете? Ну, если мы создали единый филиалов, так называемый, на постпространстве СНГ, Московский государственный университет, наш МГУ, почему-то студенты учатся там же, по программе российской, они дают Таджикистану возможность провести те же медобследования. Если мы не доверяем своим партнерам, тогда туда надо откомандировать часть врачей из России. Думаю, обижаться не надо Таджикистану. Я знаю, что на деньги все можно купить, и можно с различными болезнями отправить в Россию. И так может россияне оказаться в Европе различными болезнями. Это европейский стандарт. Если нет доверия друг к другу, тогда есть те точки, которые, допустим, мы никогда не отдаем Таджикистану ключ от места, где сегодня можно происходить, как недров Таджикистана, инвесторов из России или Таджикистана передавать. В таком плане, да. Но если не доверяем, ключ у вас с газом, где вы ищете, ну дайте ты ключ следующей медицинской. То есть считаете, что можно просто создать сеть филиалов, если Россия не доверяет врачам, которые проводят обследования там, пускай тогда делегирует ну, своих Таджикистан, представителей. тогда, Таджикистан, если Таджикистан начал говорить, да, вы берете наших граждан, что у каждого работодателя должен быть помощник из Минтруда Таджикистана, из представителей. Вот есть работодатель Иванов Иванович, заказчик, у него постоянно работает один из представителей Минтруд. В таком положении находятся наши граждане, почему не оплатят зарплата, где их не патент. Если ты не платил зарплаты, как он за патент заплатит? За то, что значит, за патент не заплатил, Минтруд, представитель Таджикистана, требует, говорит, не по вине гражданина Таджикистана. Поэтому в судебной системе России присутствие или предложено, значит, ряд документов при рассмотрении депортации, говорит, извините, я не могу его депортировать, потому что представитель тогда будет несколько этих пунктов рассмотрено. Куда отправлять представителя, значит, соответственно, к работодателю из Таджикистана, а Министерство, значит, здравоохранения представителей в Таджикистан. Там сейчас, вы знаете, идет очень большой поток, не поток, а желающий поехать в Таджикистан, именно преподавать русский язык. Я думаю, что можно общий язык найти. Ну, вот заключительный вопрос, связанный с списком работодателей и патентной системой, и то, что планирует закрепить трудовых мигрантов за конкретными работодателями. Как вам кажется, вот, ну вот, на ваш взгляд, как это должно все происходить? Я думаю, что если подобный будет механизм создан, выигрывает общество в первую очередь. Мы забудем очень негативных явлений по отношению к самому трудовому мигранту. Почему он бродит по Москве? Да он не бродит по Москве, не извините, работодатель его просто нам сказал, иди, через 3 месяца приходи, свои зарплаты получите. И с другой стороны, если подобный механизм будет создан, может быть мизерное количество останется работодателей, которые согласны работать по такой, значит, программе. Сейчас все идут, заказчики там, или субподряд, генподрядчики, по одной цели. Первые 2 месяца платим, а последние 10 месяцев платить не будем. Пускай бегают. Идешь в прокуратуру, скажешь, извините, а где ваш договор? Вот договор. Еще там договор. Договор написано 17 тысяч рублей. Белым, а черным 35 тысяч. Прокурор говорит, я готов рассмотреть 17 тысяч по его договору, а остальные нет. Потому что мы 17 тысяч разделим. 4 тысячи на патент, 5 тысяч на жилье, 2 тысячи там, соответственно, на поездки, которые он покупает, приобретает билеты проездные. И ему остается 1000 рублей. Чем в Таджикистане не может 1000 рублей зарабатывать, ну спокойно заработать 1000 рублей, то стоит 100 саманей, 100 там, 130 саманей, 130 саманей. Это можно купить там еще муки, больше ничего. То есть вы считаете, что для многих работодателей, которые сейчас привыкли работать вот так вот по старинке, если это соглашение будет работать, оно будет, невыгодно для них будет? Вы знаете, сколько работодатели у нас не россияне. Только еще россияне, они берут таджикистанцев, узбеков, югославцы, у нас как муравьи здесь. Когда собирают таджиков, таджики доверяют там сербы, югославцы. Они поэтому приехали, я с югославцем разговариваю, предприниматель, он говорит, если завтра не будут трудовые мигранты в таком положении, которое есть рабское, потому что я не могу взять чехов, не могу поляков взять на работу, не могу взять Северный Кавказ и россиян, именно трудовых мигрантов. Да я им заплачу там первоначально, а потом не заплачу. Если их уберут, будут законом, говорят, я тоже не приеду. Тогда на свои деньги сюда не буду вкладывать. Перед тем, чтобы создать, я инвестор, я вкладываю туда деньги, оттуда прибыль имею. А нынешние инвесторы, которые прибывают в строительство тех же жилищных строительств, так называемых, жилищные, которые строят только дома, они пустуют все по России. Они построили бесплатно за счет трудовых мигрантов. Бесплатно. Сотни примеров, десятки доказательств у меня. Может быть, сотни доказательств. За это надо сажать по полной программе. Не надо говорить,
А у нас, говорят, фактов нету. Как фактов нету? Человек на объекте, 50 человек. Фотографии есть, объем начиная с первого дня заполнен. Все остальное есть, договор, нет договора. Ну и убрали, хорошо. Это для нынешней власти у нас можно совершать преступление, можно убить человека, но при этом надо надеть еще перчатки. Нет фактов. Чьи отпечатки пальцев брать? Невозможно. Сегодня так и резят всех трудовых мигрантов, наших называемых работодателей с помощью представителей прокуратуры. Я бы как следователь даже не спрашивал, где трудовой мигрант, ваш договор. Уже возбуждал уголовное дело. Как построена стена? Доказывай. Полчаса достаточно. Где вы были? Ваш телефонный разговор. Достаточно. На что вы ездите? На 3 джипов? Последний марк, господин работодатель, субподрядчик. Это деньги рабочие. Надо возвращать. Не хотим давать деньги. Давайте наши россиянам отдадим. А наши россияне знают, что их тоже кинут. Им тоже деньги не будут.